Раз, раз, раз. Как нас слышно, можно поставить плюсик, если нас слышно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас очередное мероприятие, которое непосредственно инициировано институтом. У нас будет сегодня разговор конкретно также о правовых вопросах обеспечения безопасности персональных данных, применяемых непосредственно в образовательных учреждениях при обработке в информационных системах персональных данных. Я представитель управления Роскомнадзора по Республике Коми, главный специалист отдела защиты прав субъектов персональных данных Лариса Георгиевна. Мы с вами уже встречались не единожды на мероприятиях, поэтому немножечко знакомы. Программа проведения вебинара у нас будет состоять из 3 блоков. Извините, из 4 блоков. Но немножечко нумерация у меня здесь поехала. Значит, первым пунктом у нас будут озвучены полномочия управления Роскомнадзора по Республике Коми, чтобы вы немножечко понимали, чем занимается сам орган по защите прав субъектов персональных данных. И далее тематика, которая была заявлена непосредственно институтом. Разберем подробно вопросы, которые задеты в методических рекомендациях, которые были вам направлены письмом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций еще 28 августа 2020 года. Есть некоторые вопросы, которые хотелось бы осветить на сегодняшнем вебинаре. То есть это будет обзор законодательства, которое непосредственно применяется в сфере персональных данных, особенности обработки персональных данных в образовательных учреждениях. В этой части мы с вами поговорим о перечне документов, необходимых оператору при обработке персональных данных в самом учреждении. Проанализируем содержание согласия на обработку персональных данных и конкретно поговорим о согласии, в каких случаях оно необходимо, в каких случаях может быть обработка персональных данных без согласия. Кроме всего прочего, зададим вопрос безопасности использования персональных данных в сети интернет и защиты конфиденциальной информации в отношении и педагогических работников, и непосредственно в отношении обработки персональных данных несовершеннолетних, либо совершеннолетних обучающихся. Третьим пунктом мы поговорим с вами, ознакомимся с порталом Роскомнадзора по Республике Коми. Я вам покажу конкретно, каким образом вы можете зайти на сам портал, как выглядит само уведомление, информационное письмо. Также поговорим о вопросах, которые связаны с заполнением информационного письма, либо уведомления об обработке, если еще организация не внесена в реестр оператора. Ну и больше поговорим о тех ошибках, которые допускаются при заполнении самого уведомления информационного письма. Далее поговорим о видах проверок, обзор нарушений, выявляемых при проведении проверочных мероприятий. Здесь большую часть мы с вами объединим с пунктами непосредственно заполнения информационного письма и обзором правонарушений, административных правонарушений, поскольку эти 2 пункта, они очень тесно между собой взаимосвязаны. В самом мероприятии вы поймете, почему эти 2 пункта взаимосвязаны. Полномочия управления Роскомнадзора по Республике Коми, оно ведется в 3 направлениях. Это соблюдение законодательства в сфере массовых коммуникаций, то есть средства массовой информации, массовых коммуникаций, соблюдение законодательства в сфере связи, и также надзирает уполномоченный орган именно за соблюдением требований законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью, их здоровью и развитию, и за соответствием обработки персональных данных. Вот эти основные направления. Мы сегодня с вами выделим только одно из направлений, в котором полномочный орган является управление Роскомнадзора. Это защита персональных данных. Перечень нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих обработку персональных данных, перво-наперво мы с вами будем говорить о 228-м постановлении правительства, которое регламентирует вообще деятельность государственного органа непосредственно управления Роскомнадзора. Оно дает нам право непосредственно осуществлять контрольно-надзорные мероприятия, рассматривать обращения граждан, рассматривать жалобы, заявления. В связи с этим конкретно мы с вами поговорим еще и по защите конкретно персональных данных. Есть несколько нормативных актов, которые касаются непосредственно образовательных учреждений. На слайде вы видите описание законодательства.
152 федеральный закон, 149 федеральный закон, непосредственно регламентирующий обработку персональных данных. 149 это в информационном поле, то есть это сеть интернет. 152 федеральный закон главенствует вообще по персональным данным, только по персональным данным. Если 149 федеральный закон, он говорит больше о том, какую информацию нужно размещать в сети интернет, как определяются те или иные правонарушения, непосредственно осуществляемые в информационном поле, то 152 федеральный закон, он посвящен только персональным данным. Постановление правительства 687, которое регламентирует работу, обработку персональных данных непосредственно на материальных носителях, то есть бумага. Постановление 1119, которое утверждает требования к защите персональных данных в информационном поле, именно информационной системы, как любят говорить у нас технические работники на железе, да? И 512 постановление, которое утверждает требования к материальным носителям биометрических персональных данных, если они используются в образовательных учреждениях. На сегодняшний день по Республике Коми используются биометрические персональные данные только в одном учреждении, это лицей имени Спиридонова, который на Печорской ЦКК находится. Во всех остальных учреждениях биометрия не применяется. Тоже раскроем с вами определение, что есть биометрические данные и что нужно делать при обработке именно биометрических данных. Ну и 211 постановление правительства, оно по большей мере к образовательным учреждениям не касается, оно касается конкретно перечня принимаемых документов в государственных и муниципальных органах. Почему я вам привожу это 211 постановление правительства? Потому что для общего познания оно вам очень пригодится. Поскольку на сегодняшний день статья 18.1 152 федерального закона регламентирует обработку персональных данных в государственных учреждениях 211 постановлении, а у юридических лиц нету такого требования для принятия определенных пакетов документов в том или ином направлении. Для того, чтобы определить для себя, приняли ли вы внутренние локальные акты в том виде, в котором они необходимы, вы сможете ориентироваться на 211 постановление. Но еще раз повторюсь, в 211 постановлении разбиты непосредственно определенные локальные акты с определенными названиями. В учреждениях образования вы можете принимать либо один локальный акт, либо их много, но содержание самих, внутреннее содержание наполнения документа, оно должно, в общем-то, соответствовать 211 постановлению. О чем я говорю, если вы не видели 211 постановления. Там четко указано, допустим, должен быть закреплен порядок обработки персональных данных на бумажных носителях. Отдельным локальным актом должен быть закреплен порядок обработки в информационных системах. И так далее по всем пунктам. У вас же может быть разработано одно положение, в котором могут быть закреплены все их части. Вот всего лишь разница. Но ориентироваться, в общем-то, для общего познания, я думаю, что вам можно. Поскольку уж мы заговорили о 149 федеральном законе, хотелось бы вас ознакомить непосредственно, что конкретно регламентирует данный федеральный закон. Защита информации представляется собой принятием правовых, организационных и технических мер как в 149 федеральном законе, так и в 152. Только здесь же конкретно направление идет по информационному полю, то есть обеспечение защиты информации от неправомерного доступа. Имеются в виду информационные ресурсы в электронном виде. Это могут быть государственные информационные системы, это могут быть ваши внутренние информационные системы, которые созданы, допустим, региональные информационные системы, тоже электронное образование. Тут же в этих информационных системах должны соблюдаться условия конфиденциальности информации, то есть должен быть ограничен доступ лиц, которые будут конкретно вхожи в эту информационную систему. И, естественно, закрепляется реализация права на доступ к информации, если эта информация определена федеральными законами общедоступной. Обладателем информации может быть как оператор информационной системы, который определяется, устанавливается законодательством Российской Федерации.
То есть для чего вообще должно быть направлено данное законодательство, это предотвращение несанкционированного допуска к информации. Чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Есть информация, в которой определен допуск Российской Федерации определенному кругу организаций, учреждений. Есть государственная информационная система, если мы возьмем с вами тоже систему электронное образование, в нее допускаются только работники непосредственно образовательных учреждений, либо ведомств учреждений, которые надзирают за осуществлением данной деятельности. То есть здесь ограничивается допуск непосредственно к данным информационным ресурсам. Соответственно, в организации должны быть приняты определенные меры технического характера для своевременного обнаружения фактов и предупреждения данных несанкционированных входов непосредственно в эти информационные системы. Должны быть приняты меры по недопущению воздействия на технические средства обработки информации, чтобы информация не могла искажаться, удаляться, поскольку есть определенные ролевые позиции, по которым вход в информационную систему предоставляется как пользователю, либо администратору с внесением изменений, внесением записей. Это все определяется непосредственно 149-м федеральным законом и самим учреждением в соответствии с этим законодательством. Соответственно, должен осуществляться в учреждении постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. Защищенность информации в государственных информационных системах, либо в любых других электронных информационных ресурсах должен осуществляться непосредственно в соответствии с постановлением 1119. Мы немножко позже с ним поговорим. И, кроме всего прочего, 149-й федеральный закон, так же, как и 152-й федеральный закон, закрепляет нахождение на территории Российской Федерации баз данной информации. То есть информационные ресурсы, которые содержатся в данных информационных системах, могут находиться только на территории Российской Федерации. Это закреплено как 149-м федеральным законом, так и частью 5 статьи 18.1 152 федерального закона. Но вот об этом постановлении я вам уже сказала, о том, что регламентируется обработка персональных данных, контроль за обработкой персональных данных непосредственно данным постановлением, которое определяется, находится в ведении Минцифры, то есть здесь указано Министерство связи и массовых коммуникаций, еще старое название, на сегодняшний день переименованное. И Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных. Ответственность за нарушение в сфере информации и информационных технологий защиты информации в соответствии со 149-м федеральным законом накладывается статьей 17. Я не буду вам полностью озвучивать этот слайд. У вас будет возможность ознакомиться в учреждениях, лица, которые ответственны за обработку персональных данных в информационных ресурсах, должны понимать, что обработка, она регламентируется законодательством. Законодательство, естественно, накладывает определенные обязанности, ну и, соответственно, ответственность за нарушение данных правил обработки персональных данных. По 152 федеральному закону мы с вами кратко, мы уже говорили, встречались не один раз, кратко еще раз повторим, что есть персональные данные, это любая информация, хочу заметить, любая абсолютная информация, по которой можно идентифицировать лицо. Будь то фотография гражданина, который будет находиться в информационном поле, да, либо это будет фотография на стенде без обозначения самого гражданина. В соответствии со 152 статьей Гражданского кодекса это является информация, защищаемая законодательством и относящаяся к персональным данным. То есть это не только фамилия, имя, отчество, любая информация, по которой можно определить лицо. Оператором вы все являетесь как представители учреждения, то есть и госорганы, монорганы, юридическое и физическое лицо тоже. Почему мы здесь говорим о физическом лице? Допустим, вы ведете обработку персональных данных, которая вам стала доступна в тех же социальных сетях. Вы будете здесь являться конкретно физическим лицом, которое несет ответственность по законодательству за свои действия в информационном поле. И обработка – это любое из действий, которое может быть совершено с персональными данными. Либо отдельно само по себе действие,
либо вкупе. В соответствии с методическими рекомендациями у вас дано конкретное определение 5 статьи 152 федерального закона, на основании которого должна осуществляться обработка персональных данных непосредственно в самом учреждении. То есть, как мы с вами прекрасно понимаем, да, в соответствии с Конституцией обработка ПД должна осуществляться на законной и справедливой основе. Обработка должна ограничиваться достижением конкретных целей. То есть, вот, когда в учреждении определяется непосредственно правила обработки персональных данных, самой организации должна быть определена в первую очередь цель. Целей может быть множество у организаций. Ошибочно заблуждается организация в том, что цель обработки персональных данных, допустим, в данной школе является предоставление образовательных услуг. Далеко не только одна эта цель. Поэтому здесь нужно будет анализировать. Мы с вами чуть дальше поговорим. Мы обсудим с вами конкретно, каковы же цели, непосредственно разговаривая, анализируя статью 22 и 152 федерального закона. В пределах статьи 5 ограничение для организации накладывается в том смысле, что не могут объединяться несколько информационных систем в одном поле. То есть не допускается объединение баз данных. Эта статья, эта часть конкретно у нас непосредственно соприкасается со вторым пунктом этой же статьи. То есть цель одна, информация должна быть в соответствии с данной целью. Если несколько целей, значит хранение и базы данных должны быть разъединены по целям обработки ПД. Обработке подлежат только те персональные данные, которые необходимы и соответствуют целям их обработки. Чтобы вы понимали, обработка персональных данных, не соответствующим целям обработки в учреждении, подпадает под административное правонарушение статьи 13.1 Кодекса об административных правонарушениях, часть 1. Поэтому в этом смысле организациям необходимо просто ориентироваться на методические рекомендации. Там очень четко, подробненько разобрано конкретно, каким образом нужно определить цели и как их зафиксировать, и в соответствии с этими целями определять уровень защищенности, способ обработки и непосредственно персональные данные, которые соответствуют той или иной целью, которые определяются тем или иным федеральным законом. Поэтому содержание и объем обрабатываемых персональных данных, они, соответственно, должны быть соответствовать заявленным целям. Ну и при обработке персональных данных должна быть обеспечена точность персональных данных. В случае изменения сведений о гражданине, то есть его персональных данных, в учреждении должны быть предприняты меры о внесении информации, изменяющей персональные данные, либо, если по заявлению гражданина обратился, блокируются, уничтожаются. То есть все это соответствует статье 5. И хранение персональных данных тоже должно осуществляться в форме, по которой можно было бы определить данное конкретное лицо, и хранение также должно определяться непосредственно по целям. То есть выделяются определенные места в соответствии с целями. Условия обработки персональных данных закреплены в статье 6 152 федерального закона. Частью 1 данной статьи определяется, что обработка персональных данных возможно только с согласия гражданина, либо это будет письменное согласие, либо это будет согласие в устной форме, но тем не менее статьи части со 2 по 11 закрепляют, в каких случаях возможна обработка персональных данных без согласия гражданина. В этом слайде вы увидите непосредственно, что есть моменты, по которым определяется федеральным законодательством обязательно обработка персональных данных для предоставления тех или иных услуг, либо для защиты жизни и здоровья человека, либо для осуществления правосудия, либо для защиты непосредственно организации своих интересов. То есть тут масса возможностей, масса, скажем так, частей, которые представляют возможность обработки персональных данных без их согласия. Однако в отношении работников трудовым законодательством закреплено, что обработка персональных данных осуществляется только с согласия. Обработка персональных данных в случае передачи третьим лицам возможна только с согласия гражданина.
Обработка специальных категорий в соответствии с 10 статьей 152 Федерального закона, возможность согласия гражданина, либо в случае, если это необходимо для сохранения его жизни и здоровья. О чем мы говорим? Специальные категории – это категории о национальности, расовой принадлежности, о состоянии здоровья и о судимости. Вот эти вот 4 фактора. Если, допустим, федеральным законом закреплено, что, допустим, национальность определяется в образовательном учреждении обязательно, то в этом случае согласия не нужно. Допустим, это КОМИ, национальная школа, да, в которой непосредственно для знания языка, для предоставления услуг, для уровня, именно для определения уровня знаний КОМИ языка необходима национальность. В этом случае обработка персональных данных специальной категории возможна без согласия, но если это закреплено непосредственно данной программой обучения, ну, то есть федеральным законом, 273 федеральным законом об образовании. Если, допустим, в школе, школа на сегодняшний день несет ответственность за обучающихся детей в плане сохранения их здоровья. Если ребенок страдает определенным заболеванием, и вам нужна эта информация, и эта информация должна быть предоставлена родителям, в этом случае должно быть взято согласие. То есть законодательством четко не закреплено, что в данном случае родитель обязан вам предоставить информацию о диагнозе ребенка. Понятно, что вы ответственны за то, чтобы ребенок получил образование, и ему не был нанесен, его здоровью не был нанесен ущерб. Но тут нужно понимать, что это специальная категория. Если правовым актом, нормативно-правовым актом закреплено, что вы имеете право обрабатывать данную категорию, согласия не требуется. Если же нет, то согласие требуется. Почему я говорю про школу нужно согласие? Потому что ребенок обучается в школе, как правило, медицинские работники являются работниками поликлиники. Если же родитель предоставляет школе данную информацию, то согласие требуется. Если родитель предоставляет данную информацию медицинскому работнику, который является работником здравоохранения, имеет определенную квалификацию, а в соответствии со статьей 10 информацию имеют право обрабатывать о состоянии здоровья только медицинские работники, в этом случае согласие не требуется. Поэтому вам нужно понимать, в каком случае вы должны брать согласие, в каком случае нет. Если родитель просто говорит о том, что ребенок страдает заболеванием дыхательной системы, нужно внимательно к этому подойти, да, и вы никуда эту информацию не записываете, то есть не записываете его диагноз. Допустим, если просто страдает в данном направлении, да, что нужно за его дыханием смотреть, это одно. Если же вам говорят о том, что у ребенка астма в той или иной степени, то это уже диагноз. В этом случае для того, чтобы куда-либо записать данный диагноз, у вас должно быть согласие родителя, что это с его видения сделано. То есть здесь такая очень тонкая грань, и в этом смысле нужно четко определять, если у вас конкретно идет обеспечение безопасности здоровья ребенка, и вы принимаете во внимание диагноз сами, то тогда берете согласие. Точно так же мы подходим к общедоступным источникам персональных данных, которые закреплены статьей 8. Нормативными актами четко закреплено, допустим, в отношении педагогических работников в общем доступе может находиться та или иная информация, которая не требует согласия самого сотрудника. Допустим, закреплено законодательством стаж работы, фамилия, имя, отчество и уровень образования. Вот эти сведения, они не требуют непосредственно согласия от педагога, брать согласие от педагога для того, чтобы разместить. Это закреплено непосредственно федеральным законодательством. В тех случаях, когда размещается еще, ну, допустим, фотография, либо еще какая-то информация, в этом случае вы должны понимать, что федеральным законом определен четкий перечень. Если вы будете обрабатывать перечень более того, что закреплено федеральным законодательством, значит, в управлении, в самом учреждении должна быть разработана форма согласия на размещение в общедоступных источниках и взято согласие самому гражданину. Только в этом случае вы имеете право обрабатывать эти персональные данные и размещать их в общем доступе. То же самое конкретно фиксируется в 149 федеральном законе, что общедоступными сведения могут быть сделаны только с согласия гражданина, если он не сам эти сведения разместил.
Поэтому тоже обратите, пожалуйста, внимание. На этот пункт не особо у вас обращается внимание в методических рекомендациях, но я хотела бы вам напомнить о том, что данный факт имеет место при проверочных мероприятиях, как проведение выездных проверочных мероприятий, так и проведение проверочных мероприятий посредством систематического наблюдения в сети интернет. 152 федеральный закон также накладывает обязанность на оператора в соответствии с частью 1 статьи 18.11. Оператор обязан обязательно принимать меры необходимые и достаточные. Сама статья не закрепляет четко, что вы должны делать. Поэтому я вас отсылаю к 211 постановлению правительства, в котором конкретно указан, какой пакет документов рекомендуется принять вашим учреждениям. Статья 18.1 же нам говорит о том, что обязательно должен быть назначен ответственный по обработке персональных данных, изданные оператором внутренние локальные акты, но здесь не закрепляется конкретно, какие именно должны быть. Также закреплено статьей, что необходимо осуществлять внутренний контроль. Хотелось бы сказать, что внутренний контроль обработки персональных данных должен осуществляться в учреждении не менее 2 раз в год. И должен быть внутри план проверочных мероприятий. Это обязательно. Кроме всего прочего, все сотрудники должны быть ознакомлены с внутренними локальными актами, которые непосредственно определяют обработку персональных данных, как в соответствии со 152 федеральным законом, так и в соответствии с 687 постановлением правительства, которое регламентирует непосредственно обработку персональных данных на бумажных носителях. Ну и кроме всего прочего, если проводятся, допустим, обучающие мероприятия, то это, в общем-то, приветствуется. Не обязательно гражданин должен подписываться под локальным актом единожды, когда пришел на работу. Это может быть обучающие мероприятия, на которых конкретно будут раскрываться федеральное законодательство, либо постановления, которые необходимы для обработки персональных данных. Хотелось бы еще остановиться на части 2 статьи 18.1, непосредственно, когда ведется обработка самими учреждениями в сети интернет. То есть часть 2 непосредственно накладывает... Часть 2 статьи 18.1 накладывает обязанность на оператора, когда ведется обратная связь, будь то обращение, если оно не рассматривается по 59 федеральному закону, пусть то вопрос-ответ вкладка. Тем не менее, если предоставляются сведения о гражданине, то обязательно должна быть определена форма, соответствующая конкретно согласию. То есть гражданин, когда направляет вам письмо, он должен быть ознакомлен с тем, что он дает согласие, во-первых, и с политикой по обработке персональных данных. То есть каким образом организация относится непосредственно к своему ОПД. Ну и, соответственно, по статье 19 организация обязана обеспечить безопасность персональных данных именно в информационном поле. У вас могут быть государственные информационные системы, как я уже говорила, обычные информационные системы. Сейчас в век информатизации мы все используем компьютеры, да? Это тоже информационные ресурсы. Тут нужно определить уровень безопасности персональных данных для того, которые регламентируются постановлением 11.19, и уже в соответствии с этим постановлением принимать меры того или иного характера в соответствии с классом безопасности. Ну, соответственно, кроме технических мер, должны также приниматься и организационные меры для защиты безопасности персональных данных. Ну, кроме всего прочего, 3-м пунктом здесь указано, что вы должны применять это, как отче наш должны знать, что только лицензионные продукты непосредственно для обработки. То есть немножечко ознакомимся с постановлением 11.19, которое конкретно утверждает требования к защите персональных данных. Это больше касается, данное постановление больше касается технических работников, которые непосредственно работают с информационными системами в электронном виде. Поэтому данное постановление необходимо знать данным сотрудникам, поскольку по формуле нужно определить, какой у вас класс информационной безопасности должен быть принят. Тем самым обеспечить сохранность носителей персональных данных, чтобы они не уничтожались, не искажались. Руководителям утверждаются также внутренние документы и перечень лиц, которые допускаются непосредственно к обработке
персональных данных в автоматизированном порядке. И используются средства защиты информации, прошедшие оценку требований законодательства. Все данные моменты необходимо, точно так же, как у вас говорится в методических ваших рекомендациях, повторяется практически та информация, которая идет в постановлении, представленном вам постановлением правительства. Кроме всего прочего, обязанность оператора на оператора накладывается статьей 22 об устранении нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных. Хотелось бы вам здесь сказать, забегая наперед, что при проверочных мероприятиях без взаимодействия с организацией управление Роскомнадзора часто выявляет нарушения и направляет требования об устранении нарушений. Хотя вы на нашем сайте, на сайте прокуратуры не видите о том, что конкретно у вас будет проводиться мероприятие проверочное. Поэтому вы должны прекрасно понимать, что в этом случае, если нарушение выявлено, оно выявлено может быть либо систематическим наблюдением, либо при рассмотрении обращения гражданина. В этом случае, естественно, в течение 30 дней вы должны направить ответ на запрос. Если обрабатывались персональные данные с нарушением законодательства, определенные сроки должны устранить. В течение 7 дней должны уточнить персональные данные, в течение 10 дней должны удалить их с информационной системы, если они обрабатываются вне правового поля. Поэтому статья 22 вам помочь в этом плане. И вы с этой статьей должны работать постоянно, независимо от того, проводятся у вас проверочные мероприятия или нет, для того, чтобы конкретно определить при своих проверочных мероприятиях непосредственно в том или ином русле обрабатываются те или иные персональные данные и соблюдается ли законодательство. Для соблюдения требований законодательства, как я уже говорила, у вас должен быть принят определенный пакет документов. В методических рекомендациях у вас не раскрывается непосредственно, какой документ у вас должен быть принят. С целью рекомендации на этом слайде непосредственно располагаются те внутренние локальные акты, которые вам будут необходимы. Будет это положение об обработке персональных данных, либо это будут правила в отношении той или иной обработки отдельно. Это уже ваше дело. Но, тем не менее, само положение оно должно закреплять обработку персональных данных как на материальных носителях, так и в информационном поле. Кроме всего прочего, вы должны определить и категории персональных данных с привязкой к категории субъектов персональных данных. Для чего это нужно? Для того, чтобы вам правильно подойти к вопросу, допустим, вот мы с вами сейчас рассмотрим так схематично, как же нам определить, какая категория персональных данных учреждения обрабатывается. Да? Эта информация вам необходима будет для предоставления непосредственно в информационном письме либо в уведомлении. Берете для себя определяете цели. В первую очередь, какие цели у вас преследуются при обработке персональных данных. Не цель осуществления деятельности, а именно при обработке персональных данных. Допустим, берете трудоустройство, да, гражданина. Следующая цель у вас будет предоставление образовательных условий. Третья цель у вас будет взаимодействие с контрагентами. Разберем с вами на примере именно по трудоустройству. Что же будет происходить с гражданами, с обработкой персональных данных, какие данные вы будете обрабатывать непосредственно для работников. Работник, когда к вам устраивается, трудовым законодательством и 273 ФЗ четко записано, какие персональные данные у вас должны быть. Да? Фамилия, имя, отчество, уровень образования, дата рождения, паспортные данные, место жительства, сведения о судимости, естественно, копии документов об образовании. Все, что у вас будет в отношении работника. В случае же, если работник проходил переподготовку, либо будет проходить переподготовку у вас в учреждении, у вас будет конкретно уже дополнительная информация дополнительного образования, переподготовки, и т.д. и т.п. Куда выезжал, в какие командировки, допустим, ездил он в районы Крайнего Севера, будет у вас указано. Кроме всего прочего, в карточке Т2 вы будете заполнять сведения о ближайших родственниках, которые будут содержать, соответственно, карточки Т2, фамилия, имя, отчество, год рождения. Кроме всего прочего, будут относиться конкретно к категории субъектов персональных данных еще и
близкие родственники, так? В отношении близких родственников при осуществлении трудовой деятельности у вас будет обрабатываться еще больший объем персональных данных. При мерах социальной поддержки для жителей районов Крайнего Севера, допустим, для выезда в отпуск на несовершеннолетних либо иждивенцев. То есть будет обрабатываться уже непосредственно и место жительства ребенка, место учебы ребенка, фамилия, имя, отчество в полном объеме, полностью дата рождения, данные с удостоверения личности. Ну и кроме всего прочего, если это будет предоставляться непосредственно дополнительные дни и ребенок будет иметь статус ребенок-инвалид, еще и будет состояние здоровья. То есть вот в отношении одной категории субъектов мы с вами набрали вот такое количество персональных данных, которые относятся не только к данному субъекту, но и к близким родственникам. У вас получается цель предоставления осуществления трудовой деятельности, да, но вот в этой цели у вас две категории субъектов и разный уровень персональных данных. Допустим, определяем следующую цель. У вас будут цель предоставления образовательных услуг. Здесь у вас будут две категории субъектов персональных данных. Несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, что тоже бывает в школе, да, 18 лет уже исполняется, и законные представители. Три категории субъектов только по одной цели. В отношении детей у вас будет одна информация, в отношении родителей будет совсем другая информация, которая конкретно у вас определена в 203 ФЗ. Какие сведения у вас должны предоставлять о себе законные представители, какие сведения должны быть о обучающихся. И этот уровень персональных данных, объем, он тоже будет разным. Допустим, третья цель – взаимодействие с контрагентами. Контрагентами на сегодняшний день могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Чтобы мы с вами понимали, что при обработке даже договоров, при исполнении обязательств с контрагентами мы также можем обрабатывать персональные данные законных представителей, которые действуют по нотариальной доверенности, в которой указаны непосредственно персональные данные представителя, то есть его фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место жительства. Поэтому даже при обработке по этой цели взаимодействия с контрагентами могут быть задействованы персональные данные непосредственно физических лиц. А в отношении индивидуальных предпринимателей тут вообще ИНН – это личный индивидуальный номер, фамилия, имя, отчество, и, соответственно, как правило, в договорах прописывается адрес места жительства, это тоже личные данные самого индивидуального предпринимателя. Вот как мы видим, мы разобрали только с вами три цели, которые у вас будут преследоваться при обработке персональных данных, и объем персональных данных в соответствии с каждой категорией субъектов, он различен. Поэтому вот эти моменты нужно прописывать непосредственно в положении по обработке персональных данных, поскольку лица, которые будут непосредственно обрабатывать эти персональные данные, могут обратиться к данному положению, посмотреть, с какой целью будут обрабатываться те или иные сведения и ничего более того, что записано в данном положении. Поэтому здесь нужно очень серьезно, скрупулезно подойти к положению, поскольку правила обработки, они будут зависеть у вас непосредственно от того, как вы определились с категорией субъектов, с целями, с категорией персональных данных. Кроме всего прочего, для того, чтобы предоставить информацию в уведомлении по обработке персональных данных либо в информационном письме адекватно, вы должны в соответствии с каждой категорией субъектов и с каждой категорией цели определить именно правовое основание обработки персональных данных, какими же нормативно-правовыми актами позволяется обработка, допускается обработка персональных данных и регламентируется. Допустим, в отношении работников. Ну, чтобы я не была голословна, я вам приведу такой пример. Да? Работник к вам приходит, обработка персональных данных у него ведется первонаперво в соответствии с Конституцией, с Трудовым кодексом, так, с 273 федеральным законом, который определяет конкретно, какой объем персональных данных будет. Кроме всего прочего, по данной категории будут предоставляться сведения в налоговый орган, пенсионные органы, да, в соответствии с налоговым кодексом, в соответствии с персонифицированным учетом граждан. Начисляться заработная плата и переводиться она будет в банковское учреждение в соответствии с законом о бухгалтерском учете.
То есть вот так вот в отношении каждой категории вы должны определить непосредственно нормативно-правовые акты, которые вам дают право обрабатывать персональные данные. Так вам будет проще уже непосредственно закрепить ту нормативно-правовую базу, которая нам дает основание обрабатывать персональные данные. На сегодняшний день, вот анализируя письма, которые от вас приходят, от учреждений, вы подходите несколько по-другому к данному вопросу. Я вам просто советую вот таким образом подойти к разработке внутренних локальных актов и к описательной части конкретно правил по обработке персональных данных в отношении каждой категории. Кроме всего прочего, в организации у вас должен быть приказ обязательно, который закрепляется статьей 18.1 назначение ответственного лица. Кроме всего прочего, к данному приказу рекомендовано разрабатывать и утверждать внутри должностную инструкцию самого ответственного по обработке персональных данных, чтобы каждый ответственный не изобретал для себя велосипед, а четко действовал непосредственно утвержденным документом. То есть ответственный должен, кроме того, что знает статью 22.1 152 федерального закона, который регламентирует только 3 действия, которые обязательно не скреплены федеральным законом, что должен делать ответственный. Все остальное, описательную часть, необходимо было бы заложить в должностной инструкции, чтобы ответственный примерно понимал, чем он должен заниматься. Также должен быть закреплен список лиц, обрабатывающих персональные данные, список лиц, имеющих доступ к персональным данным как в автоматизированном порядке, так и на бумажных носителях с распределением ролей. Это касается больше информационных систем. Приказ о подтверждении мест хранения или обработки персональных данных. Часто возникает заблуждение при проверочных мероприятиях, что места хранения – это только архивные места. Если у вас документы хранятся хотя бы в течение 1 дня, они должны храниться, естественно, в соответствии с законодательством, со 152 ФЗ и 687 ППР. Почему? Потому что в течение этого же 1 дня могут быть нарушены чьи-то права. Поэтому вам нужно конкретно определить, в каких местах обрабатываются персональные данные, каким образом они будут храниться. Ну, возьмем элементарный момент. Все мы имеем физиологические потребности, да, находиться в кабинете неотлучно мы не можем в течение всего рабочего дня. Когда вы отлучаетесь, то документы, которые содержат персональные данные, не могут находиться в открытом доступе. Об этом должны позаботиться внутри учреждений. То есть оборудовать рабочее место таким образом, что в случае отсутствия работника персональные данные должны быть убраны в место, непосредственно забирающиеся, в которое будет ограничен доступ. То есть вот эти моменты, они должны быть все прописаны в самом положении, и места должны быть закреплены, где ведется обработка, где ведется хранение персональных данных. Кроме всего прочего, вы должны проработать и определить типовые формы документов, в том числе и договоры, определяющие передачу персональных данных третьим лицам. Допустим, обработка персональных данных ведется в самом учреждении, но на льготную категорию данные передаются, допустим, той или иной организации, тому же управлению образования. Да? У вас должно быть либо соглашение о взаимном обмене информацией, либо это будет договор об обмене информацией, либо это договор о предоставлении тех или иных услуг какой-то организации с какой-то целью, если предоставляются сведения о гражданах. И, соответственно, данный договор, типовая форма договора, которая должна быть утверждена у вас, она должна содержать пункты части 3 статьи 6 и статьи 7, то есть закрепление соблюдения условий конфиденциальности самой организации и требования не распространять эти персональные данные. То есть открываете 152 федеральный закон, часть 3 статьи 6, там прямо такая довольно существенная часть, она подробно расписана, что должно быть закреплено непосредственно в самом документе. В договоре должно быть определено, с какой целью передаются данные сведения, в каком объеме и каким образом и сколько времени будут храниться в данном учреждении. Кроме всего прочего, накладывается обязанность на третье лицо соблюдения конфиденциальности и конкретно определяется ответственность в соответствии с Гражданским кодексом в случае несоблюдения третьим лицом данного требования. Ну и в завершении всех мер, которые у вас должны быть приняты, организация
образовательная должна предоставить уведомление об обработке персональных данных в соответствии с 22 статьей. 22 статье у нас четко закреплены часть 1, часть 3, часть 7. Непосредственно, что уведомление должно быть направлено и подписано уполномоченным лицом. В случае изменения по части 7 в течение 10 дней вы обязаны уведомить организацию, должны уведомить непосредственно об изменении. У меня почему-то не тот, видимо, вебинар. Может, не знаю. Наверное, не там и сохранила. Так. Слайд. Я смотрю, наверное, не тот вебинар я сохранила. Ладно. Сейчас мы с вами непосредственно немножечко отвлечемся от портала. У нас третьим пунктом идет портал Роскомнадзора, рекомендации по заполнению уведомлений. Они будут у нас чуть позже. Сейчас мы проговорим с вами об основных нарушениях, которые проявляются в течение проверочных мероприятий в самих образовательных организациях. И далее мы с вами проговорим непосредственно, какие виды проверок и какие нарушения, каким образом нужно предоставлять уведомления об обработке персональных данных, поскольку эти два пункта, они очень взаимосвязаны. То есть очень много нарушений непосредственно вытекает с самого уведомления по обработке персональных данных. Я просто другой слайд записывала. Ладно. Значит, основные нарушения – это часть 1 статьи 18.1, часть 2 статьи 18.1. Часть 1 статьи 18.1 – это либо не предоставление в уполномоченный орган информации, не принятие внутренних локальных актов об обработке персональных данных, либо не назначение ответственного по обработке персональных данных. Вы скажете, как это так мы не назначаем? Мы обычно назначаем, да, ответственных. Но часто появляется такая ситуация. Ответственный у вас поменялся, но тем не менее информация предоставлена не была и не было назначено приказом ответственное лицо. То есть устное распоряжение было отдано, а документа не имеется. Часть 2 статьи 18.1 регламентирует непосредственно при обработке персональных данных в информационном поле размещать политику по обработке персональных данных. Кроме всего прочего, часть 1 статьи 6 закрепляет, что если обработка персональных данных осуществляется посредством в самом учреждении, то должно быть согласие. А вот в случае, если есть обратная связь, то политика в любом случае она должна быть размещена таким образом, чтобы к ней был доступ не закрыт, скажем так. О чем я говорю? Мы, когда мониторим, очень часто мониторим сайты образовательных учреждений, политика, она внутри есть где-то, далеко. То есть вот часть 2 статьи 18.1, она конкретно говорит о том, что политика должна быть размещена в общем доступе. Должен быть неограничен доступ к данному документу. То есть прежде чем я, допустим, напишу вам письмо, обращение, либо отзыв, я должна видеть эту политику, я должна иметь возможность с ней ознакомиться. Поэтому тут лучше, конечно, лучше всего делать таким образом, что размещается, допустим, информация, согласен ознакомлен с политикой, согласен на обработку персональных данных, ставится галочка, только в этом случае отправляется само обращение. Часть 4 статьи 20 регламентирует конкретно предоставление информации как вовремя, так и в полном объеме. То есть если не предоставлена информация, либо не предоставлена своевременно, либо предоставлена не в полном объеме, то есть такой довольно-таки большая статья, часть большая, то есть либо не предоставили, либо не своевременно предоставили, либо не в полном объеме. Вот там вот 3 такие вот нарушения, они все подпадают под нарушение части 4 статьи 20. Часть 4 статьи 9. Это несоответствие содержания письменного согласия. По письменному согласию хотелось бы сказать еще такой момент. Значит, часть 4 статьи 9 регламентирует конкретно обработку персональных данных с согласия гражданина и четко закрепляет, какие пункты должны быть отражены в части именно обработки персональных данных. В самом согласии должно быть обязательно звучать фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место регистрации самого гражданина, который дает согласие,
название ИНН, местонахождение организации, с которой дается согласие. Обязательно должна быть определена цель, с какой целью будут обрабатываться персональные данные, должен быть определен объем персональных данных, который будет обрабатываться с данной целью. Каким образом будет обрабатываться эта информация? В автоматизированном порядке, либо на бумажных носителях, либо в смешанном порядке. Будет ли размещаться эта информация в сети интернет, будет ли она доступна ограниченному доступу? Будет ли предоставляться третьему лицу? Если будет предоставляться третьему лицу, должно быть определено само третье лицо, фамилия, имя, отчество, либо название организации, ИНН, местонахождение организации. Кроме всего прочего, само согласие закрепляет возможность гражданина. То есть вы должны четко указать в самом согласии сведения о том, что гражданин имеет право отзыва согласия, каким образом он имеет право отозвать это согласие. Ну и, соответственно, обязательно указывается срок обработки персональных данных по данному согласию, либо до наступления цели, либо до, допустим, если это работник, до прекращения осуществления деятельности, да, с организацией, либо до полного отзыва. Кроме всего прочего, ставится дата и личная подпись самого гражданина. Так вот, часть 4 статьи 9 четко прописано 11 вот этих пунктов, которые должны быть закреплены в самом согласии. Если законодательством накладывается по части 1 статьи 6 обязательно письменная форма согласия, то она должна соответствовать части 4 статьи 9. Обязательная письменная форма согласия в отношении работников должна быть и в отношении лиц, чьи сведения передаются третьим. Допустим, третьим лицам передаются сведения о несовершеннолетних, ну, в части, допустим, направления на конкурс куда-то. Допустим, ребенок направляется на конкурс, да, он в этой части сам вроде как бы в выигрышном положении, но он тут не является выгодоприобретателем. И его сведения, соответственно, для участия в данном конкурсе, либо в семинаре, либо на обучении будут переданы другому учебному заведению, с которым у него нет договорных отношений. Поэтому здесь законопредставитель в отношении несовершеннолетнего дает согласие на передачу персональных данных третьему лицу, и согласие должно соответствовать части 4 статьи 9. Там должно быть четко указано, какой объем персональных данных будет передан, с какой целью, сколько времени имеет право обрабатывать непосредственно данное образовательное учреждение, либо другая организация эти сведения. И, соответственно, когда должна быть прекращена обработка персональных данных. Это мы с вами разобрали часть 4 статьи 9. Сама форма согласия. Кроме всего прочего, как мы уже говорили с вами, частые нарушения у нас производятся по части 5 статьи 5, то есть обрабатывается информация сверх того, что заложено нормативными актами. Допустим, в федеральном законе заложено, что персональные данные обрабатываются у ребенка только в том объеме, а вы берете объем больше. Допустим, тоже состояние здоровья, но не знаю, с какой целью, цель не определена, согласие не взято, допустим, да? Тут уже обработка персональных данных в избыточном объеме. Кроме всего прочего, часть 5 статьи 5 очень часто нарушение встречается в отношении обработки персональных данных родственников. В отношении родственников у вас четко определено 273 федеральным законом, что вы можете брать с законного представителя, какие сведения. Если вы, допустим, берете, кроме того, что фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона с гражданина, допустим, email, еще там что-то, какие-то сведения о том, были ли они судимы, не были. У нас были такие, встречались на проверке случаи, когда запрашивалась информация именно о судимости родителей. Не знаю для чего, конечно. Это избыточные сведения. Если вы запрашиваете информацию о гражданстве самого, допустим, законного представителя, вы эту информацию в соответствии с законом запрашивать не можете. То есть это тоже будет подходить по части 4 статьи 5 нарушений. Часть 3 статьи 6 мы уже с вами немножечко проговорили про договоры. Я вам говорила о том, что в внутренних формах документа вы должны закрепить форму конкретно взаимодействия с третьими лицами, форму договора о взаимодействии. Вот очень часто данные договоры не содержат условия соблюдения конфиденциальности, что подпадает под нарушение части 3 статьи 6.
Пункт 1 части 1 статьи 6 – это обработка персональных данных без согласия в том случае, когда это согласие требуется. Допустим, вы направляете ребенка на обучение куда-либо, либо размещаете информацию о данном ребенке в информационном поле на своем ресурсе, будь то стенд, на котором размещается информация о данном ребенке, либо будь то ваш сайт, но согласия в данном случае не имеется. Либо также здесь подпадает под нарушение, если согласие дано не тем лицом. Частое нарушение, обратите на это внимание, когда дети уже достигают 18-летнего возраста, но тем не менее согласие самого ребенка, уже взрослого члена общества, 18-летнего дееспособного гражданина, не взято. Используется согласие, которое было взято давным-давно при заключении договора, когда ребенок пришел, допустим, в 5 класс. Вот эти моменты тоже можно просматривать. Кроме всего прочего, часть 1 статьи 10 обработка специальных категорий без согласия, либо обработка персональных данных, относящихся к специальным категориям, не закрепленная внутри учреждения. Допустим, обычная образовательная школа заполняет непосредственно о национальности сведения. На основании чего? У нас на сегодняшний день национальность даже в паспортных данных не пишется. Если не определено, если это не национальная школа, если в приоритете, допустим, ребенок не имеет никаких льгот, ничего, нигде не записано ни в одном акте о том, что применяется непосредственно льгота, допустим, для поступающих в какие-либо вузы, там, допустим, коми национальности. В этом случае вы должны, конечно, соблюдать конституционное право ребенка и дать ему возможность сдать, допустим, тот же русский язык с послаблениями, но если же вы записываете те сведения, которые четко звучат на статье 10, не имея на то правовых оснований, то уже нарушение. У нас очень часто, понятно, что в образовательных учреждениях сейчас у нас все предоставляют буквально сотрудники сведения о судимости, это определено законом. Но другие сведения, относящиеся к специальным категориям, они тоже должны быть закреплены законодательством, пока это очень небольшой перечень. Часть 1 статьи 22, это мы с вами обсуждали. Здесь хотелось бы посмотреть вот на эти пункты, которые у нас 13 и 15. Это не то, я не то сохранила, не там сохранила. Это нарушения, конкретно выявляемые при обработке персональных данных на бумажных носителях. То есть не определены места и не обеспечен непосредственно в учреждении возможность неограниченного доступа к данным документам. Мы с вами про административную ответственность, наверное, поговорим чуть позже, поскольку вот непредоставление информации, которая у нас закреплена частью 4 статьи 20, оно непосредственно подпадает под часть по 19.7 КоАП. В соответствии с 13 федеральным законом в 2017 году, в июле 2017 года, управлению переданы полномочия именно по административной практике по части 13.11 по статье КоАПа. Тут 9 пунктов непосредственно по этой статье. Хотелось бы остановиться на 8 и 9 пункте непосредственно, которые у нас регламентируют обработку персональных данных на территории Российской Федерации. Хотелось бы вас предостеречь, когда вы занимаетесь своими сайтами, официальными сайтами, и у вас производится обработка персональных данных, имеется обратная связь, вы должны определить, где у вас находится хостинг, где у вас хранятся сами сведения, которые сливаются в ваше учреждение при обращении гражданина. При проверочных мероприятиях 2 года назад сама лично участвовала в проверочном мероприятии, выявилось, что за границей хранятся. То есть там хостинг, видимо, подешевле, хранятся сведения именно не на территории Российской Федерации. Так вот, в этом году внесены изменения в статью 13.1 в 8 пункте. Данное административное правонарушение подпадает под часть 8 и имеет наказание от 1 миллиона до 6. От 1 миллиона до 6 миллионов. Даже предупреждение тут близко не может быть. Поэтому в этом для юридических лиц, Поэтому в этом смысле хотелось бы попросить вас, чтобы вы непосредственно поработали над своими сайтами, посмотрели,
правильно ли у вас оформлено все. Кроме всего прочего, хотелось бы, это не касается, конечно, 13-го федерального закона, хотелось бы напомнить вам, что Министерством образования в образовательные учреждения была направлена информация, что на сайте Министерства образования есть возможность присоединиться к Кодексу добросовестных практик, непосредственно регламентирующих добровольное исполнение законодательства в сети интернет, что сейчас очень, скажем так, актуально, поскольку мы с вами больше стали обращаться к дистанции, больше стали работать в информационном поле. Поэтому в этой части хотелось бы вам напомнить, что образовательные учреждения у нас юридические лица, и мы, в общем-то, мониторим постоянно данную информацию. На сегодняшний день у нас очень много школ, присоединилось всего по республике 170 юридических лиц. А школ у нас намного больше, школ и техникумов, там есть возможность всем учебным заведениям присоединиться. Поэтому информация вам дается для чего? Смотрите, мы с вами постоянно встречаемся, постоянно проговариваем о том, каким образом вы должны работать в правовом русле. И Роскомнадзору, конечно, хотелось бы видеть от вас обратную связь, что вы добровольно принимаете на себя ответственность именно по работе в информационном поле. Поскольку мы, скажем так, больше уверены, что ли, в ваших организациях, поскольку мы вам даем постоянную информацию, как избежать тех или иных нарушений. Поэтому вот в этой части хотелось бы, чтобы вы обратились, в общем-то, к сайту Министерства образования и присоединились непосредственно к Кодексу добросовестных практик. Сейчас мы с вами кратенько посмотрим про типичные ошибки при заполнении уведомления по обработке персональных данных. Я уже немножечко вам говорила, как вам определить правовое основание обработки персональных данных, которые идут вот в самом начале информационного письма. Точно так же они остаются и в информационном письме о внесении изменений. Хочу вам сказать, что на портале есть возможность, на портале Роскомнадзора есть возможность как заполнить уведомление по обработке персональных, также есть возможность заполнить информационное письмо о внесении изменений, сведений, которые были ранее предоставлены. Очень часто организации, ну, скажем так, ответственные, видимо, меняются, и люди не особенно хорошо понимают, как правильно заполнить само информационное письмо о внесении изменений. Так вот, на портале есть возможность заполнить те поля в информационном письме, в которые вы будете вносить изменения. Но надо учитывать, что все, что вы заполните в последнем письме, вот это и будет внесено. То есть, смотрите, если у вас информационное письмо уже предоставлялось, да, допустим, 2 месяца назад вы предоставили информационное письмо, на сегодня вы стали работать, допустим, у вас организовали вы проходной режим, да, у вас еще дополнительно появились какие-то обязанности, ответственности, вы приняли еще какие-то внутренние документы, вы стали обрабатывать наиболее, скажем, другую категорию какой-то персональных данных субъектов, либо еще дополнительно персональные данные стали обрабатывать, и вам нужно внести изменения. Вы можете зайти на наш сайт, взять свое старое письмо, войти в форму, заполнить информационное письмо. Под названием конкретно есть голубая активная строка «Заполнить ранее созданное письмо». В эту голубую активную строку нужно войти. У вас попросит сама информационная программа, попросит ключ и код. Ключ и код в вашем информационном письме есть в самом конце перед подписью руководителя. В левом нижнем углу выделено в квадратике. Вводите номер уведомления, вводите ключ, и перед вами открывается ваше старое последнее письмо, которое вы направляли. И если вы хотите его дополнить, вам проще с той информацией, которая уже есть, начать работать и добивать дополнительно, либо поменять ее. У нас просто при проверочных мероприятиях получается часто такая картина. Оператор понимает так, что если он предоставляет сведения о внесении, то, что он нам предоставит последним письмом, оно добавится к той информации, которая уже представлена. Так вот, информационный ресурс дает вам возможность либо восстановить старое письмо и поменять сведения, которые вы туда добавляли, либо добавить их, либо создать вообще абсолютно новое чистое письмо, в
в котором будет содержаться на сегодняшний день вся информация, которую вы хотите предоставить. Поэтому вот в этом смысле сначала на портале нужно разобраться, каким образом вам лучше работать, предоставить ли вам дополнительную информацию, восстановив старое письмо и добив туда то, что вы хотите, либо вы будете заполнять полностью новое информационное письмо. В этом случае вы заходите в пустую форму и полностью все забиваете, все, что вам нужно. В первой части вы будете забивать сведения, которые касаются вашей организации, они в принципе не меняются, хотя очень часто, когда организация меняет название, забывают предоставить сведения о внесении изменений, которые подпадают под часть 7 статьи 22. В случае изменения названия, либо дополнения адреса местонахождения, либо ответственного, вы должны предоставлять нам сведения в течение 10 дней после наступления изменений. Поэтому тоже об этом не забывайте. Значит, после того, как вы определили, что вы будете делать, будете заново писать письмо, либо восстанавливать старое, анализируйте конкретно в письме, что вы предоставляли последний раз в правовом основании обработки персональных данных. Подходите к этому анализу в соответствии с тем, что я вам рассказывала. Определяйте сначала цель обработки персональных данных, категорию субъекта персональных данных. У вас будет несколько категорий. И непосредственно от каждой категории проводите стрелочку для себя, да, схематично. Провели стрелку в отношении работников то. Регулирует, да, вам дает правовое основание, непосредственно там, в соответствии с Трудовым кодексом обязаны обрабатывать, с налоговым обязаны, с гражданским обязаны, да, имеете право заключить гражданско-правовой договор. В отношении контрагентов тоже так же. Все проанализировали. В отношении соискателей Гражданский кодекс. Допустим, если у вас есть, ведется работа по кадровому резерву, вы собираете резюме, да, анализируете непосредственно, кто вам подходит, и храните определенные сведения о гражданине для того, чтобы в дальнейшем, в случае освобождения должности, гражданина принять. В соответствии с Гражданским кодексом вы обрабатываете эти персональные данные. То есть в соответствии с Гражданским кодексом и Конституцией гражданин имеет право поиска и работы, и трудоустройства. В отношении контрагентов и соискателей тоже так же Гражданский кодекс у вас работает. А уже в отношении всех остальных категорий смотрите непосредственно, какое законодательство вам дает право. В отношении, допустим, несовершеннолетних и в отношении законных представителей 273 федеральный закон об образовании вам дает право обрабатывать эти персональные данные. И кроме всего прочего, уже потом подводите общий итог, да, собираете все правовые основания в отношении всех категорий. Еще, кроме всего прочего, уставные документы, в которых записана непосредственная цель работы самого учреждения образования. И у вас, в общем, получится большой такой, ну, существенный, весомый пакет документов, нормативно-правовых актов, которые вам дает право обрабатывать персональные данные. Если же вы обратитесь в свои уведомления, либо информационные письма, некоторые из вас увидят, что вы указываете 152 федеральный закон. Так вот, хотелось бы вам сказать, что 152 федеральный закон не дает вам права обрабатывать персональные данные. Оно регламентирует эту обработку, это несколько другое. То есть в соответствии с этим законом вы можете те или иные действия совершать, то или иное действие обязаны сделать. Но обработку персональных данных не регламентирует этот федеральный закон. Поэтому посмотрите внимательно этот пункт, потому что мы анализировали сейчас очень многие организации, нам в том числе 152 ФЗ включают. Примите это к сведению. В цели обработки тоже также указывается какая-либо одна цель, как я уже говорила. Либо это трудоустройство, либо предоставление образовательных услуг. А если мы с вами разберем, то целей оказывается много. Поэтому тоже в этом смысле пересмотрите свое уведомление, поскольку оно тянет за собой нарушение. Во-первых, если вы неправильно определили цели, естественно, у вас неправильно подано уведомление. Соответственно, у вас также могут быть не разработаны определенные правила обработки в соответствии с той или иной целью. Могут быть неправильно определены категории персональных данных, которые обрабатываются с той или иной целью, которая вам непосредственно дает тот или иной нормативно-правовой акт права обрабатывать. То есть вот это такой вот снежный ком. Главное правильно определить цель, категории субъектов и категории персональных данных. И тогда у вас, если посмотреть на... Я просто анализировала сейчас информационные письма.
Если, допустим, я определяю правовое основание и цели, то само информационное письмо у меня просто становится неактуальным, его нужно просто переделывать. Описательная часть, описание мер, предусмотренной статьями 18.1, на сегодняшний день тоже при анализе ваших информационных писем и уведомлений желает быть лучшим. Почему? Очень часто не указывают даже такой момент, буквально вот сегодня посмотрели со специалистом, не указано, что назначен ответственный по обработке персональных данных. Тем не менее, в самом уведомлении указывается, кто является ответственным. Понимаете, вот ответственного указали, а то, что он назначен приказом, в другом поле не указываете. А это соблюдение требований законодательства по статье 18.1. Поэтому здесь, пожалуйста, внимательно подойдите к этому моменту. К организационным мерам можно отнести мероприятия, которые у вас принимаются и зафиксированы в локальных актах. Допустим, приняты внутренние локальные акты о том. Назначен ответственный по обработке персональных данных, разграничен доступ сотрудников к информационным ресурсам, как в бумажном виде, так и в автоматизированном порядке. К техническим мерам относится все, что можно потрогать, скажем так, простым языком, руками. Да? Технические меры тут могут быть, начиная от устройств технического характера на автоматизированных рабочих местах, это могут быть разные программные продукты, вплоть до VIPNet, SecretNet, либо там Доктор Веб, что угодно, либо антивирусная программа. Кроме всего прочего, у вас в учреждениях сплошь и рядом пожарная сигнализация стоит, которая вам меняется пожнадзором, да? А ведь она тоже обеспечивает безопасность персональных данных в случае возгорания. Почему вы не указываете этого? У вас ведется видеонаблюдение. Почему не указываете? У вас есть лица, которые сторожа ночью охраняют, да? Днем проходной режим, тоже не указывается. А это ведь вы предпринимаете определенные меры для технической защиты. Поэтому тут нужно обязательно эти моменты указывать. Кроме всего прочего, даже если это будет школа где-то с малым количеством, да, сотрудников, ничего, допустим, такого нету, да, сидит у вас только сторож, но тем не менее у вас выделены какие-то шкафчики запирающиеся, да, сейфы, в которых вы храните документы, ограничиваете же вы доступ. Поэтому вот эти моменты тоже нужно конкретно проработать и посмотреть, потому что это вот такие серьезные довольно-таки ошибки при проверочных мероприятиях. Ну а про категорию персональных данных мы конкретно с вами обговорили. Если, допустим, предоставляются сведения о членах семьи, о состоянии здоровья, то тогда поясняйте в отношении, допустим, несовершеннолетнего инвалидность. Да? Хотя здесь без определения самого диагноза, если вы просто говорите о том, что у меня ребенок является инвалидом, я имею право на получение 2 дней в месяц и предоставляете справку МСЭ, да, без реабилитационной карты. Это будет уже социальное положение. Если же вы говорите о состоянии ребенка, который у вас обучается, и конкретно называете, как я вам уже говорила, да, что ребенок страдает астмой, вы эти сведения предоставляете карту реабилитации, в которой указано, что конкретно ребенок может получать во время обучения. Вот в этом случае это состояние здоровья. Поэтому здесь вам нужно разделить конкретно. Если вы сомневаетесь, то тогда указывайте, что специальная категория, указывайте инвалидность. То есть мы будем понимать, что это не специальная категория, но непосредственно только группа инвалидности, это не является диагнозом. А вот если вы уже говорите непосредственно о самом заболевании, тогда да. Вот. Биометрические персональные данные, если обрабатываются, есть школы, в которых, я уже говорила, в гимназии обрабатываются персональные данные. И если вы являетесь сегодня слушателем, должны тоже прекрасно понимать, что часть 1 статьи 11 закрепляет обработку персональных данных, биометрических персональных данных, согласия самого субъекта персональных данных. Ни в коем случае не законного представителя. На сегодняшний день у нас по биометрии существует только закон о дактилоскопии, в которой четко указано, что только взрослый человек может дать согласие на обработку его биометрических персональных данных. В этой части с гимназией Роскомнадзора никак нет взаимопонимания, у них работает непосредственно проект «Ладошки». Но он был запущен уже давно, поэтому на сегодняшний день для
учреждения. Для родителей это, конечно, довольно удобно, но здесь вы должны понимать, что идет нарушение законодательства части 1 статьи 11. Ну и в этом смысле в категории персональных данных очень частая ошибка указывает биометрические персональные данные фотографии. Фотография не является в соответствии даже с методическими рекомендациями, которые вам предоставлены, вы их изучаете. Фотография не является биометрическими персональными данными. Ни в коем разе. Сведения об информационной системе по категории субъекта мы с вами тоже проговорили, что это довольно-таки широкий объем категории, просто нужно проанализировать непосредственно, что конкретно у вас ведется. Очень часто кадровый резерв ведется, но не указывается, соискатели не указываются и забываются, а там очень большой объем персональных данных, плюс еще и фотографии есть, и контактные данные. По соискателям хотелось бы отдельно остановиться в отношении соискателей еще частое нарушение, часть 1 статьи 6. То есть хранятся резюме, обрабатываются персональные данные без согласия на обработку персональных данных. Почему здесь требуется согласие? Смотрите, к вам поступает резюме, гражданин к вам обратился с тем, что он хочет трудоустроиться. Вы в течение какого-то определенного времени, может быть, недели, да, ну, сколько у вас будет лежать на столе это резюме, примите решение, интересна вам данная кандидатура, либо неинтересна. Принимайте решение, если интересна эта данная кандидатура, но, допустим, на сегодняшний день у вас нет должности, но вам интересен данный человек. Вы должны либо у себя на сайте разместить форму резюме, которая будет содержать непосредственно фразу «даю свое согласие до трудоустройства на обработку своих персональных данных», либо вы связываетесь с гражданином, гражданин в любой форме вам должен дать согласие на обработку своих ПД. Будь то смс-сообщение, скриншот снимаете, будь это электронная почта, будь это телефонограмма. Но тем не менее обработка, дальнейшая обработка и хранение его персональных данных до наступления того момента, на который он ссылается, то есть трудоустройство, у вас будет уже совершаться в правовом русле. Если же согласие не дано, у нас такие есть в практике такие нарушения, по 2, по 3, по 5 лет хранят резюме, обрабатываются эти персональные данные время от времени, а тем не менее согласия нет. Кроме всего прочего, еще наблюдаются такие нарушения, не знаю, конечно, для чего оператору такие сведения. Допустим, гражданин когда-то обращался с резюме, и вас устроила эта кандидатура, вы приглашаете человека на собеседование, он проводится с ним какое-то тестирование. Это тестирование прикладывается непосредственно к данному резюме и хранится почему-то в личном деле после трудоустройства. Так вот, в этом случае вы уже не имеете права вообще хранить данное резюме, даже если у вас было непосредственно взято согласие, поскольку цель-то достигнута, гражданин-то уже трудоустроен. У вас должны быть выделены данные документы к уничтожению, уничтожены тем образом, который будет зафиксировано конкретно в вашем положении. Будет это шредирование, будет это сжигание или еще каким-то образом. Кто-то просто рвет на мелкие части, так и записывают в своем положении, что таким образом будут уничтожаться эти данные. Но тем не менее, вот в этой части вы тоже, пожалуйста, внимательно посмотрите. Кроме того, что не включается в само уведомление данная категория субъектов персональных данных, она еще и обрабатывается очень часто в нарушении 152 федерального закона. Ну и сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями законодательства тоже очень часто не указывается. Вы должны понимать, что данный пункт в уведомлении либо информационном письме, он конкретно имеет под собой основу двух постановлений правительства. 687 это обработка на бумажных носителях, и 1119 это обработка в автоматизированном порядке. То есть так и разделяете. По 687 то делаете, по 11.19 делаете то-то, то-то, то. Такие-то меры приняты, такие-то технические меры, такие-то организационные меры. Срок или условия прекращения обработки персональных данных. Здесь очень часто выбирается срок и просто ставится так на обум какой-нибудь там 20-й год, какая-нибудь дата. Сроком обработки прекращения обработки персональных данных в соответствии с сроком может являться договор срочный на предоставление тех или иных услуг. Допустим, у вас есть лицензия,
до конца 2020 года, да, и дальше вы ее не планируете продлевать, будете закрываться. Либо вы действуете по поручению какой-то организации только вот это время, и больше ничего. Вы не знаете, что будет дальше. Так вот, в этом случае, если информация предоставляется в уведомлении, указывается срок, когда наступит срок, из реестра автоматически исключается данная организация. Мы от вас не просим письма о прекращении деятельности. У нас были такие случаи, когда автоматически исключилась организация, она была включена в проверочные мероприятия на следующий год. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц организация действовала. Мы вышли на эту проверку, и организация также предоставляла образовательные услуги, дополнительные образовательные услуги. Понимаете? И у них сразу прилетело очень много нарушений, в том числе и не предоставление в уполномоченный орган сведений об обработке. Нам пытались сказать, мы случайно там написали, но вот случайно за эти случайности нужно будет отвечать. Поэтому вы должны понимать, что прекращение обработки персональных данных в образовательных учреждениях, особенно государственных, оно будет прекращено только тогда, когда организация будет либо ликвидирована, либо реорганизована с присоединением к другому лицу. То есть организация может быть реорганизована, в нее могут влиться, эта организация останется существовать, прекратит деятельность по заявлению организации, которая в нее влилась. Поэтому тут только два условия: ликвидация, аннулирование лицензии, я не знаю, в вашем случае, наверное, в государственных учреждениях, наверное, не будет такого. Сведения о местонахождении базы данных, информации, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, но на сегодняшний день мы с вами прорабатывали этот момент, многие уже не единожды предоставляли нам информационное письмо вот именно с заполнением данного поля, и тем не менее на сегодняшний день имеются нарушения непосредственно вот в данном поле. Страна, но это, как правило, Россия, если вы государственное учреждение, то, естественно, вы работаете на территории Российской Федерации. Адрес ЦОДа. Центр обработки данных, он может быть не один. В этом плане у нас должны прекрасно понимать, допустим, объединенные там детская школа, детский сад, да? Детский сад в одном месте, школа в другом месте, одно учреждение, два центра обработки персональных данных. Некоторые могут сказать, что у нас вся административная работа ведется на одном адресе. Да, но дети-то там в другом адресе тоже есть, и там тоже ведутся какие-то носители, бумажные либо автоматизированные носители, которые содержат непосредственно персональные данные. В этом смысле нужно понимать, где конкретно ведется обработка ПД. Собственный ЦОД или нет, в этом вообще очень часто у нас возникает непонимание до сих пор. Вроде в позапрошлом году все правильно предоставляли, в этом году уже всяко разно предоставляется. Собственный ЦОД не зависит от того, ваше это помещение или не ваше, арендованное оно, не арендованное. То есть вы обрабатываете персональные данные в учреждении, которое занимаете лично вы, да? Не лично, а организация занимает, которая ответственна за данную обработку, за обеспечение безопасности персональных данных. Даже если это арендованное помещение. Но вы же на праве аренды им размещаетесь там и сами располагаете данным помещением. Поэтому здесь собственный ЦОД. Если вы обрабатываете персональные данные и сами отвечаете за эти сведения, кроме всего прочего, у вас еще есть сведения, которые вы передаете в ЦИД. Естественно, тут вы должны предоставлять сведения конкретно, которые переданы в ЦИД. Они в отношении работников идут, в отношении детей тоже, наверное, какая-то информация содержится. И информационные ресурсы содержатся на площадке, хранятся на площадке Центра информационных технологий. Поэтому в этом случае, если передаются сведения в информационных системах, которые хранятся в ЦИДе, то указываете, что данный информационный ресурс не ваш, указывается название организации, ИНН организации, и эта информация закрепляется тоже во внутренних локальных актах. Лицо еще. Лицо. Может быть, вот кому предоставляются сведения, кто запрашивает, кто хранит сведения, кому вы предоставляете в соответствии с законом, обязаны предоставить, то и указываете, там сведения хранятся о данных конкретных детях. Вот непосредственно по порталу Республики Коми вот таким образом выглядит наше информационное письмо. Очень часто, почему я этот слайд сделала,
Очень часто вот в этом слайде конкретно нарушение. Это категория персональных данных. Чуть ниже категория субъектов персональных данных. Вот в самой категории персональных данных здесь очень мало точечек, где можно поставить галочки. Как правило, это фамилия, имя, отчество, да, дата рождения, адрес, образование, а все остальное здесь нет, ни паспортных данных. Заполняется вот в этом поле другие категории персональных данных. И здесь вы можете конкретно расшифровать. Если ниже вы указываете все скопом, допустим, субъектов, работники, родственники работников, соискатели, там, дети, несовершеннолетние, совершеннолетние обучающиеся, да, и законные представители, и контрагенты, то вот здесь, где вы пишете другие категории персональных данных, я рекомендую вам поступить так. Вот здесь галочками отметить только те сведения, которые касаются ко всем категориям. То есть это будет фамилия, имя, отчество и, как правило, адрес. Он будет касаться всех категорий. А здесь, где будут другие категории персональных данных, конкретно выделяете в отношении работников и перечисляете все, что вот здесь не будет записано. То есть здесь будет в отношении работников и сведения с паспорта, дата рождения, и СНИЛС, и ИНН, и номер расчетного счета. Да? В отношении, дальше пишите, отступаете немножко, в отношении обучающихся, то-то, 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 то-то. В отношении законных представителей дополнительно то-то, то-то, то-то. Номера телефонов там тоже не забывайте указывать. В отношении детей не указывайте. Обычно в учебных заведениях полис УМС у вас записывается, не указывается никогда. Не снился, нету. Теперь уже вот такие вещи применяются, и вы запрашиваете это обязательно. Но тем не менее все сведения указывайте. Для того, чтобы было понятно и вам, и проверяющим. Вот этот пункт нужно проработать будет. Ну и вот то, что мы с вами говорили вот по этим вещам. Смотрите, если, допустим, в отношении категории субъектов одной информационной системы, где вы указываете одну категорию субъектов, да, конкретно какие персональные данные обрабатываются, но обрабатываются они по нескольким центрам обработки. Один центр обработки персональных данных будет здесь, вот здесь есть поле «Добавить информационную систему». Не нужно полностью все вот эти вот системы забивать. То есть вы можете просто указать, что вот эти сведения обрабатываются и здесь, и еще в одном месте, и оно не будет собственным ЦОДом. Понимаете, если собственный ЦОД, вы можете здесь указать точечки, через точку запятую два адреса, а если это разные ЦОДы, то добавляете еще одну информационную систему, и конкретно по этой информационной системе указываете информацию о организации, которая является ответственной. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Хотелось бы, я, наверное, не сказала о количестве проверочных мероприятий. На сегодняшний день у нас есть несколько проверочных мероприятий. Это выездная проверка, которая конкретно планируется и утверждается прокуратурой Республики Коми, и размещается как на сайте прокуратуры Республики Коми, так и на сайте Роскомнадзора Республики Коми. Вот сегодня уже, на сегодняшний день можно увидеть, какие проверочные мероприятия будут проводиться на следующий год. Кроме того, проводятся еще проверки без взаимодействия. Это проверка систематическое наблюдение называется. Мы проверяем сайты удаленно, то есть вы об этом не знаете, вы об этом не уведомляетесь. Тогда, когда в отношении выездных проверок, если это плановая проверка, вы уведомляетесь не менее чем за 3 дня до начала проверочных мероприятий. Наш орган старается уведомлять раньше. Мы, как правило, даем 3 дня до начала проверки, чтобы вы уже нам подготовили пакет документов, которые будут запрашиваться. Мы обычно недели за 2 предупреждаем. Тогда как неплановая выездная проверка, она инициируется тоже по представлению прокуратуры Республики Коми, проводится и уведомляется гражданин либо организация не менее чем за сутки. То есть вот в этом случае, если будет проводиться внеплановая проверка, сложно будет вам подготовиться в течение суток к проверочным мероприятиям. Поэтому для себя имейте в виду, что вот информацию, которую я вам даю, ее нужно всегда держать на контроле, поскольку мы с вами не знаем, что будет завтра, вдруг будет внеплановая, да? Вот в этом смысле, значит, проверочные мероприятия, плановые и внеплановые,
выездные, они довольно серьезные. Кроме всего прочего, еще проводятся документарные проверки. Они, как правило, проводятся по предписанию Управления Роскомнадзора. Как правило, предписание выдается после проведения мероприятий по проверке, по плановой проверке. Дается определенный срок для устранения нарушений, и потом уже орган не выходит на адрес организации, а запрашивает по исполнению предписания именно материальные носители, документы, которые свидетельствуют об исполнении предписания. Это в отношении проверок, извините, пожалуйста, я не отразила внутри, хотя у нас вопрос этот был задан, исправилась, донесла до вас информацию. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, и вы готовитесь, допустим, к той или иной проверке, либо у вас сомнения какие-то в отношении принятых документов, либо уведомления, всегда можете обратиться в орган. Наш орган открыт к общению. На сегодняшний день, конечно, сложно все это проводить очно, но по телефону мы консультируем, информируем. Записывайтесь по телефону и получайте консультации. Лариса Григорьевна, есть ряд вопросов. Вот я сейчас открыл закладочку вопросов. Значит, если надо ли подавать... Обязаны собирать согласие на обработку ПД по ЭКО ЕГЭ не нужно. Почему? Если вы эти сведения собираете и предоставляете в Минобр именно в соответствии с нормативно-правовыми актами, как я уже говорила, то здесь согласие не нужно. Поэтому у вас существует электронное образование, в которое вы вносите сведения. Точно так же, когда вы предоставляете сертификаты на получение дополнительного образования, тоже согласие не требуется, вы вносите информацию в данный информационный ресурс в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами. Значит, ответственный назначен в 2013 году. Надо ли каждый год издавать издавать приказ о его назначении? Приказ о назначении ответственного, он у вас будет реально действовать, когда назначили, если человек работает. Единственное, что тут нужно смотреть, должностная инструкция, поскольку 2013 год – это такая эпоха, у нас тогда еще в законодательстве ничего особо прописано не было. Вам нужно смотреть должностную инструкцию, вполне возможно ее переработать. Ну и, кроме всего прочего, нужно обязательно ежегодно включать в план проверочных мероприятий, это работает самому ответственному. А назначать нового ответственного, либо этого же переназначать не нужно. Ну и следующий вопрос тоже касается ответственного лица, что у разных сотрудников разные сферы ответственности по персональным данным. Рекомендую в данном случае, вот как вы пишете, что у экономиста один блок, у заведующего канцелярии другой блок. Как правило, ответственным по обработке назначается лицо, которое, скажем так, обладает теми или иными знаниями. Конечно, лучше здесь, когда будут юридические знания. Да, в большей степени. Но, как правило, ответственный в больших таких учреждениях, у вас громадные учреждения, назначается либо руководитель, либо заместитель. Руководителю сложно, как правило, заместитель. А уже заместитель, в свою очередь, определяет комиссию по обработке персональных данных, и в которую входят конкретно и экономист, и заведующий, допустим, и технический работник. То есть сам заместитель руководителя, он не сможет объять необъятное, так? Ему нужны помощники. Поэтому вы можете поступить таким образом. Очень многие большие организации так и делают. То есть распорядительная часть остается конкретно за заместителя, а комиссионная решает, кто в каком направлении что делает. Вот таким образом проще выйти. Спасибо. Коллеги, ждем еще вопросы. Может, кто-то хочет задать вопрос онлайн. Поставьте, напишите, что вы хотите онлайн задать вопрос. Мы попробуем вас подключить онлайн. Так, контактные телефоны для того, что если возникнут вопросы, сейчас на слайде можно увидеть. Я сейчас переключусь в режим еще раз видеосвязи, чтобы вы убедились, что мы на месте.